Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – это уже на пороге. Какие события идут в вашу жизнь? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, ваши энергии. Кто вы, кто пришел на расклад. Человек, который не останавливается перед своими какими-то задачами, целями. Вы здесь почувствовали, что у вас за спиной крылья, что вы можете. Скорее, человек здесь набрался энергии. Здесь, в принципе, человек энергичный, но вот когда у человека пропадает энергия, да, он начинает ее копить именно в спокойствии, в состоянии одиночества, созидания. Да, созидание, может быть, лежит и думает над жизнью и так далее. Потом вскакивает, собирается и начинает что-то делать. Предприимчивые вы, очень активные. Вы по своей натуре можете быть лидер или человек ведущий, который ведет вперед, задает какие-то тон, моду, идеи. На вас, может быть, даже смотрят, да, и копируют вас. Или смотрят, вы задаете какой-то тон. Тон в разговоре, тон в моде, да, в цвете, вкусе там, и так далее. То есть за вами подражают. Но здесь такое чувство, что вы вроде как есть в обществе, с другой стороны, как будто бы вас нет. Вы такая, которая оставляете после такое неизгладимое впечатление или яркое такое послевкусие. И вас хочется больше и больше знать, познавать, изучать. Вы скорее еще тот человек, который, знаете, непредсказуемый. Вы можете через 5 минут, да, вот говорить что-то другое. То есть вы сейчас говорите об одном, через 5 минут вы куда-то срываетесь, бежите, а потом вы передумываете. То есть вы вот такая, и вы у людей вызываете в некой степени загадку или такую неопределенность. Люди путаются. Вы умеете заметать за собой следы. Человек скорее даже такой деятель. Здесь императрица, вы знаете себе цену, вы на порядок выше своих сверстников или окружающих, вы достойны, да, такая достойная, может быть, в каких-то кругах вы заслуживаете уважения, может быть, даже у кого-то какой-то известности, вас уважают. И вы женщина с очень хорошим таким вкусом, дорогим, может, даже вкусом. Дома дорого, на себе дорого, любите вокруг себя красоту, порядок, уют. Больше здесь о чем-то даже люксовом, да, любите находиться, может быть, в каких-то красивых помещениях, интерьерах и так далее. Также здесь могут быть, смотрите, фотографы или люди, у которых очень такое, как это говорят, глаз наметан, да, то есть вы знаете, с какого ракурса сфотографировать, снять, вот такая. Так, и вы знаете, вот вы в чем-то такая непревзойденная, да, вот вас очень сложно как-то обойти, с вами сложно конкурировать, переплюнуть вас, вы постоянно какая-то первая, лучшая, такое вот. И у вас все, да, как будто бы и вокруг все лучшее самое. Выбирайте для себя тоже здесь все самое лучшее. Умейте уделить себе время, умейте наслаждаться жизнью. Здесь женщина, которая сделала себя однозначно. Я сделала себя сама. Вот такая вот. Вам есть чем гордиться, вам есть, может быть, даже чему научить кого-то, да, вот по своему какому-то опыту. Здесь показывает, что вы
очень сильно похожа на кого-то из умерших родственников, прям вот копия, даже характеристика, но у вас в жизни получается все намного лучше, намного лучше. Тут показывают, как будто бы у вас с родом есть какая-то связь, и вам род сопутствует, помогает. Вот любой начатый путь, проект, дело, что-то вы задумали, здесь сразу же вмешиваются высшие силы, ваш род, для того, чтобы вам помочь или все же указать, надо оно вам это или нет, на какие-то, может быть, если это ошибка, неправильно, ты делаешь не так, вам указывают, подсказывают и так далее, через сны, через какие-то действия. Вот если вам не надо куда-то ехать, то машина и не поедет, не заведется, да, вот так вам указывать могут, или какие-то сны, вещи, сны. Здесь могут люди смотреть, которые любят что-то коллекционировать, собирать, ковыряться вот в каких-то цацках там. Просто им интересно. Или же вас могут радовать такие вот, как... Не радовать, а радовать глаз ваш. Какие-то мелочи. Красивые, пусть даже и пластмассовые, пусть это золотые, неважно, украшения тоже, да, золотые или не золотые, но красивые, те, которые радуют глаз. И вы можете и радоваться мелочам или чему-то даже, пусть недорогому, но если радует ваш глаз, вы чувствуете наполнение. Ощущение вот именно какого-то даже, что у меня получилось, я выиграла, вот такое вот есть. Может быть, здесь люди, которые разглядывают всякие минералы, камни, любят, да? Не просто вот купить камешек, нужен мне камешек, а вы еще будете разглядывать каждый, тот, который вам понравится. Но камни так и выбирают. Вот минералы, камни выбирают именно так, как душе сел. Вот как вы его разглядели, под каким углом, да, и вот он вам понравился по вашей душе, это значит ваш камень. Еще бывает, люди держат камни в руках, дабы ощутить энергию единства с камнем, но здесь больше скорее вы именно опираетесь на зрительное. Человек такой цели. Вы видите цель, не видите препятствий. Вот вы чего-то уже сейчас, на сегодняшний день, скорее задумали. У вас есть какие-то идеи, наметки, к чему двигаться, куда идти, что вам делать. Вот так вот. Ну, вы такая неопределенная для окружающих, знаете, даже вас в чем-то и побаиваются, или вот как-то не решаются с вами входить в контакт, потому что боятся, что вдруг не будет исполнено так, как хочется им, или вами нельзя руководить. Вами нельзя руководить, потому что вы здесь скорее больше вы задаете тон по императрице, да? Хорошо, давайте смотреть дальше. Если с вами проигрывают характеристики, энергии, это уже на пороге. Что вас ждет? Какие события к вам идут в вашу жизнь? Что у вас на пороге? Только вы. Вот только я одна присутствую. И все, что вокруг меня, все можно. Все можно, все мне доступно. Это или аффирмации похожего характера, да, когда все ресурсы доступны мне. Вот такого характера. Я могу все. Вот здесь похоже на какой-то лозунг, да, то есть вы будете, или вы уже задали тон, какой-то лозунг, да, какую-то аффирмацию, что это начинает все вокруг меняться под вас. Под ваш вот этот ритм, под вашу вот эту вибрацию, то, что вы загадали, то, что вы хотели получить. Императрица здесь скорее больше о каких-то ваших достижениях, деньгах, может быть, росте в чем-то. Втихую будете действовать. Здесь могут быть люди, которые будут интересоваться вашими делами, как вы там поживаете. Здесь любопытство присутствует, держите это в секрете. Вообще старайтесь именно обходить какими-то легкими разговорами по типу вода.
да, вода, как сегодня погода, птички летают, солнышко светит, вот о каком-то таком. Не сводите все на свою личную жизнь, никому ни о чего личного о своем не рассказывайте. Вот как будто бы может быть наведена порча с глаз, да, вот что-то такое, из-за того, что вы чем-то, может быть, похвастаетесь или вот, да, поделитесь положительным, то, что происходит у вас. Да, люди склонны ко всему, и даже к такому. Что на пороге? Здесь какая-то идет такая спор, диспут, борьба, отстаивание своего какого-то мнения. Например, вы в чем-то точно уверены, вы будете это отстаивать. Кто-то будет, вы знаете, стоять как будто назло спорить, лишь бы отстоять, да, не видя какой-то правды. Здесь показывает, что человек не видит правды, не верит и будет стоять с вами бороться, именно отстаивать, спорить. Женщина какая-то, сюда слово такое идет противная женщина, или женщина такая, которая постоянно в каком-то ненастроении, нет у меня настроения, или постоянно такое недовольное лицо, постоянно чем-то недовольна. Вот с такой дамой вам придется столкнуться именно с каким-то спором. Через этот спор идет потеря. Вот часто, когда люди, особенно вот вампиры, да, они любят вводить, сначала провоцировать человека, вывести из себя. Человек начинает злиться, бухтеть, там, спорить, еще чего-то, да, а потом они, вампиры, высасывают через эту энергию. Вам здесь нужно закрывать вот этот вот портал для вот таких вот вампирюк, потому что вы вот, знаете, заведетесь. Все же здесь есть чувство. Эта женщина кого угодно заведет. Есть то чувство, что заведетесь, но вам нужно держать именно себя в руках. Уходить в сторону, не пытаться доказывать, выяснять, это бесполезно. Здесь женщина будет на 100% уверена, что она права. И вот, знаете, это только вот, как говорится, игра в одни ворота. Это бесполезно просто. И доказывать здесь только терять свою энергию или терять какие-то свои ресурсы из-за нее. Что на пороге. Но здесь опять совет идет, то, что вам не нужно входить вообще в отношения с данной дамой, в этот спор, вернее, не стоит входить. Тем самым вы быстро выстрелите в чем-то. То есть этот человек может стягивать энергию, может забирать через провокацию, даже так скажем, как я сейчас говорила, да. То есть может что-то забрать. Вот или вам так действовать, или так. Это ваш выбор. Держите себя в руках, в умеренности. Не позволяйте на себе ездить, не позволяйте, отсекайте. Это уже на пороге. Но здесь какое-то застолье, разговоры веселые, компания людей, общество какое-то, поход куда-то в места, где собираются общество и веселиться. Вы окажетесь там. И у меня чувство такое, даже вы туда и не собирались. Вы окажетесь там случайно. Вот бывает же, да, идешь себе вроде как и понимаешь, какой будет день сейчас за покупками, потом обратно домой, но тут раз что-то вот, да, и интересное происходит. Кто-то резко позвонил, кто-то позвал, кто-то кого-то встретил там и так далее. Вот у вас как-то вот так закрутится это. Посиделка, давай посидим, давай повеселимся или пойдем туда. То есть у кого-то здесь может быть элементарно какой-то такой шопинг на настроение, да, не одна, а с кем-то. Также здесь показывают через вот эту вот посиделку, шопинг или еще чего-то, да, компанию людей, или кто-то к вам присоединится. К вам идет открытие какого-то вот именно такого портала, пространства, да, когда вы
Вот как люди, как прозрачные. Вы все видите, вы все чувствуете. И вы почувствуете свою какую-то мощь, силу, что вот они в чем-то слабы, я сильна. Или они не видят, я вижу. И тем самым вы для себя увидите что-то. Вы пойдете даже случайно, допустим, да, пойдете в бар, случайно, встретили кого-то, ну давай на 5 минут, давай, зашли. Но вы что-то для себя там увидите важное. Это не будет просто так, что вы туда пошли, нет. Да, это что-то с чем-то связано с судьбоносным, да, кармическим каким-то, непростым. То есть вы для себя там увидите, может быть, надпись какую-то, или вам что-то расскажут, может быть, еще с кем-то познакомитесь, да, кто знает, начнете общаться, что-то для себя узнаете, какая-то информация точно придет. Но вы еще, я и говорю, увидите что-то такое, что перед вами откроется какой-то портал. Портал, да, который вот именно прозрачно будет вам все показывать. Вот смотри, они не видят, ты видишь. Что это, можете написать в комментариях. Вы почувствуете это однозначно. Деньги. Вы начнете видеть деньги. Где заработать? Где можно заработать? Что на этом можно заработать, на этом, на сём. А люди вот сидят и не видят, деньги лежат под носом. У кого-то будет находка денежная, у кого-то может быть резко, да, внезапно пришли деньги. У кого-то, ну здесь больше скорее о потенциале каком-то, как заработать деньги. Вы увидите это. А что все проходят мимо и не видят, вот лежит. Может быть, находка какая-то дорогая. Может быть, дорогой фотоаппарат нашли, или дорогое кольцо, или еще что-то, да, там сережку золотую. Вам высшие силы, духи вашего рода будут вот именно вести туда, куда вам нужно, где вам нужно быть, с какими людьми оказываться, с кем о чем говорить. Вот именно даже разговоры ваши будут какие-то все непростые, вот с каким-то именно подсказкой, инсайтом, да, открытие глаз. То есть это все будет не просто так. Все ситуации в вашей жизни будут происходить не просто так. Здесь вы почувствуете свою мощь, свою силу, доминантность даже в какой-то степени над кем-то. Вы сможете управлять своей жизнью, вы можете именно задавать из жизни своей тон. Вот как я хочу, так и будет, и так оно будет происходить. Здесь, кстати, очень интересно. Вы, возможно, даже, знаете, можете думать, что вы чародейка, ведьма, да, или женщина с каким-то даром. Но здесь, я вам так скажу, вам подсказывает какой-то мужчина. Умерший мужчина в большей степени по вашему роду, куда вам идти, что вам делать, открывает какие-то вам двери, даже там, где сложно, или внезапно, резко врывается в вашу жизнь и помогает в чем-то, вытаскивает вас из чего-то. Вам кажется, что это вы какая-то не такая, или вот какая-то непростая, магическая, а здесь род вас протягивает. Род помогает. Что на пороге? Ответственность ваша. Ответственность, фокус на чем-то. Вы будете вот как-то фокусироваться на какой-то ответственности. Я должна это сделать. Здесь даже на вас обидятся люди, что вы куда-то ушли в свое. Вернусь не скоро. Но здесь вам именно все, вот знаете, как будто даже вашей жизнью управляете, вам кажется, что вы, но здесь вот именно ваш род. Но здесь опять проявляется ваш род. Мы тебе хотим дать, да, вот именно что будет лучше для тебя. То, чему ты будешь довольным. Но ты сейчас этого не понимаешь. Может, частично что-то ты чувствуешь, видишь, слышишь, чувствуешь нас, но ты не до конца не понимаешь. Ты должна сосредоточиться на своем деле, на себе, не отклоняться, не вступать в какие-то конфликты, выяснение чего-то. Это бесполезно. Давайте перевернем карту. Это бесполезно вступать в какие-то конфликты, как будто они будут отнимать у тебя силы, останавливать тебя на полпути, не давать в чем-то развиваться.
Вам нужно двигаться, не останавливаться. Быть этим самым императором. Да, вот благодаря чему у вас вот то чувство, да, на вас будут обижаться, что вы достигли какой-то высокой планки, достигли чего-то, да, вот люди здесь обижаются на вас, что не были вы где-то там, куда вас позвали, написали, вы не ответили вовремя там и так далее. Но здесь нужно придерживаться именно своих каких-то планов, своих целей. И тогда вы достигнете большего, намного большего. Здесь показывает, что у вас начнется, знаете, вот несколько будет путей, и все будут такие чистые пути. Сначала вы в один войдете путь, пойдете по нему, да, чего-то вы получите по справедливости здесь, видите. Второе, вы пойдете, потом вернетесь, да, пойдете на второй какой-то путь. Какая-то вот развилка из 3 путей, но вот вы как будто все 3 пути, как это сказать, преодолеете, пройдете. И здесь что-то идет такое, то, что вы заслужили, то, что вы ждали, то, что вы хотели получить. Это в виде даже вот каких-то не только благ финансовых. Здесь что-то идет еще такое родственное. Вы хотели получить семью, хотели семью, будет семья, сплочение какое-то. Кто-то даже, может быть, помириться с кем-то. Может быть, родственники, сестры, братья, родители и так далее. Бабушки, дедушки. У вас путь вам, знаете, вот именно предначертан хороший, но с уроками. Здесь не просто так. Чтобы этот путь пройти по жизни, да, вот у вас какие-то капканчики встречаются, ловушки, проверочки, вот такие вот вещи. Здесь именно что не надо, да, вас сразу будут раз так в сторону оттягивать. Так что вы не обижайтесь на то, что кто-то на вас не так косо посмотрел, обиделся, ушел от вас, плюнул на вас и так далее. Или подвел вас в чем-то. Не обижайтесь на таких людей, это именно проверка вас. Это та ситуация, которая может, наоборот, изменить вас к лучшему и дана для того, чтобы вы это прошли, чтобы у вас было лучше. Вам может, да, вот как у меня эго, и, например, и как так меня задели, меня обозвали. Воспринимайте это спокойно, как взрослый человек, который стоит, да, смотрит вниз, а там какие-то маленькие дети языки показывают. Вот так вот. Вам будет легче идти. Вы будете понимать, что вам надо, а что нет. Здесь на вашем пути появится человек, который вот как-то, знаете, встряхнет вас, задаст именно какой-то другой тон вашего поведения, размягчит вашу голову. Вот вам даже легче начнет мыслиться и дышать. То есть вы начнете действовать именно вот с какой-то некой такой легкостью. Будете и легко вот как-то, знаете, снимать с себя то, что вот не так посмотрели, не так сказали, как я сейчас говорила, да, вот с легкостью. Перестаньте обращать внимание. У вас будет в жизни, я говорю, какой-то придет человек моложе вас, мужчина, женщина, это может быть девушка, да, который вот будет для вас примером. Неважно, где придет в вашу личную жизнь или, может быть, попадется какое-то видео, может быть, блогера, да, на которого вы подпишетесь и будете смотреть. То есть вот тут какие-то такие ситуации, которые зададут тон именно расслабиться, может быть. Или да плевать я хотела на это с легкостью, а не то, что плевать, а сама потом до вечера целый день мусолю эту ситуацию. Нет, здесь вот именно прохождение какого-то такого мудрого урока. Здесь показывают, прокачивают вас высшие силы какого-то коуча, да, человека-учителя, чтобы вам было легче справляться с какими-то трудностями, сложностями и так далее. Это вот знаете, как игра, в которой ты проходишь дальше больше, да, а тебя вот все сильнее и сильнее делают, да, потом подбрасывают тебе там какие-нибудь там, может быть, оружие, да, что-то, чтобы ты мог защищаться, вот, и так далее, чтобы ты был сильнее прокачан там. И вот тут то же самое идет. Ваша жизнь – это вот какой-то, на самом деле, в целом урок, да. Но для того, чтобы вы были лучше или чтобы ваша жизнь была лучше. Здесь молчание
Это вот ваше оружие. Молчите. Когда вы что-то делаете, планируете, ставите какие-то цели, никому об этом не говорите. Молчите. И даже когда они исполнятся, молчите. Счастье любит тишину. Вот так. Успех тоже. Здесь показывают единство с человеком парным. У меня почему-то идет двоечка, 2 года, возможно, в течение 2 лет. Может быть, даже, вы знаете, какие-то такие встречи. Вот сегодня познакомились, прошло время, там надо ехать, ему куда-то уехал, потом приехал, встретились, да, там надо все урегулировать и так далее. Вот в течение 2 лет идут какие-то отношения, притом они будут все крепче и крепче. Объединять будет вас определенно какая-то общая цель. Цель. Вы будете похожи по характеристике и по целям. То, что вы хотите в жизни, то хочет человек то же самое. Он к этому идет, вы к этому движетесь. Здесь отзываться будут люди из прошлого. Но это не на пороге, я вам так скажу. Любовь вот это не на пороге. Может быть, сейчас, да, объявится что-то вот с перспективой на будущее, какие-то вот сигналы будут. Или мужчина, да, так объявится, потому что, в принципе, его здесь уже показывают. То есть он здесь фигурирует. Здесь показывают богатую женщину. Вас богатая женщина в ресурсе, управленец. Здесь вы можете управлять даже чем-то, да, своя фирма, свое какое-то дело. Здесь будет расширение горизонтов. Вы будете шире видеть, шире на все смотреть. Здесь мудрость ваша, иерофант. Здесь даже ключики какие-то. У кого-то кто-то займется каким-то коучингом. Кого-то вы начнете даже чему-то обучать. Может быть, откроете какие-то свои курсы. Да, то есть вы будете делиться, может быть, своими какими-то навыками, то, чего знаете вы, а другие не знают. Также превращать эти навыки в деньги, может быть, даже. Вот так. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.